кто бы не работал, делю им поровну. Хайда. На, туда. Пусть угощаются. Будем надеяться, что Тулан в дальнейшем тоже отработает. Вот такое лакомство. Гостинец. Им ножки, нам тушка. Все по справедливости. Все, оспой, Жайда. Оспой. Карабин ложь, кто первый раз на канале. Такие делишки. Все? Получили лакомство? Идем дальше работать. Да, путь еще у нас далекий. Это еще мы не так много прошли. Вот смотрите, как я повесил глухаря. В таком виде я оставляю. Ну, где-то 1,20 м, наверное, выше. Медведь-то запросто достанет, и куница достанет. Но за день, думаю, никто не будет трогать тут. А на обратном пути мы возьмем его. Идем дальше. Лох, пошли. Вот наша просека. Я заходил вот сюда, в эту чащу, но этот лес мне не понравилось. Потому что тут очень молодой лес, густой лес. И если что, надо обходить. И глухарь именно вот там с левой стороны сидел. А в середине тут делать нечего. Есть еще уголки, ребята. Немножко тайга, не тронута лесорубами. И новый лес вон выходит. Сплошной сосняк. Даже ели нету. А боровая дичь любит смешанный лес. Елка с сосной. Хорошее место, оказывается, тут. Есть еще уголки, где я, ну вот, прохожу мимо. А в данный момент я вот здесь. В эту зиму, прошлую зиму, я здесь на лыжах прошелся. Именно где-то вот тут, помнится. Вот летом, ой, осенью еще не приходилось. Ну, пройдем, посмотрим, в общем, какой лес. В принципе, там уже начинается болото. Болотистые места. Здесь с правой стороны должен быть ручей. И нам этот ручей надо перейти. Тулан я не знаю, где уже. Давненько я его не вижу. Блин, упадешь нахуй. Боюсь, что опять куда-то уйдет. Не знаю, может придет еще. Ладненько, идем. Пока тишина в тайге. Да я и да как-то возле меня опять не отходит почему-то. Глубокий ручей тут. На вид не такой большой, но не хотелось бы провалиться туда. Очень глубокий. Черная дыра. Это верховье. Там ниже еще шире и шире становится ручей. Мы уже отошли от просеки. Пока без навигатора по своей памяти иду. Потому что в прошлом году я тоже тут проходил разок. Гнилое место, блин.
переходы через ручьи. И вдоль ручья вот это рябиновые кусты, ивы. Сколько лет я охочусь. Вроде место такое вот и рябины есть. Но здесь лоси почему-то не держатся. О, блин. Вот и мне нравится это место еще. Ну, в принципе, ломают, кормятся. Но чтобы они стояли тут, ни разу не было такого. Не знаю, куда идти. Вон туда, наверное, лучше пойду. Где он, Тулан? Тула! Перешел уже или нет он? Поле зрения недавно был. Но он все, буквально там на минуту приходит и опять теряется. Я его, не вижу его практически. А вон он перешел ручей. Ну еще нормально. Перепрыгнул. Ладно. Так. Все время надо смотреть, думать, куда бы встать, чтобы сапоги не порвать. Так. Да, вот тут уже сосновый лес начинается. Там начинается болото и вырубки лесопунктовские. Вот там еще побродим. Там только, кстати, должны быть. Насчет глухарей не уверен, потому что сосновый лес в основном тут. Но тетерка, кстати, тут держатся. Ладно, идем. Видите следы? Не то глухарь, не то кополуха вот тут. Вот прошагал. А там олень шел. Одиночка тоже олень. Я уже на болоте перехожу. Вот тут видели. Это барая птица проходила тут. На болото уже вышел, перехожу такое место. И вдоль этого болота с левой стороны буду обходить. Очень большое расстояние. Погода вообще шикарная сегодня. Честно слово, блин, так хочется идти. Главное, чтобы были силы в этом деле. И, конечно же, немножко, чтобы взлеты были, стрельба. Это тоже хочется. Потому что уже сколько проходим, маловато птицы. 5-й день уже в пути, считай. Вот тут сухое место начинается, это хорошо. И, как ни странно, тоже здесь клюквы нету. Хотя в этой местности бывает очень много ягоды. Вот поэтому, ребят, Тулан летит. Вот поэтому и нету зверей и птиц. Ушла. Все живое ушло из наших лесов. И медведи, вот была рябина. И, наверное, возле рек они по ходу идут. Где вот еще есть рябины. А основное уже они съели все. И вместе с рябинами и уходят. Где кусты еще есть, там держатся. А здесь уже сколько я хожу. Нигде собаки не облаяли никого из зверей. Я имею в виду медведей. Ни свежих пометов, ничего нету.
Вот так. Ладно, не будем о грустном, будем надеяться. Вот следы бери, не хочу оленей. Ну, летом они много ходят. Следы остаются. Они сами, кто его знает, сколько километров уже прошли, где они находятся. Вон там бугорок начинается, ягель. Вроде как вертолет где-то летает. Или самолет, непонятно. Ну вот. Пока тишина, ребят. Взлетов ничего нету. Не знаю, что будет дальше. Где он, Тулан-то наш? Пока иду по сосновому лесу, очень хорошая тайга тут, не тронутая еще. Сухостоя много. Небольшие так куски. Не скажу, что сплошная тайга, а так куски. Есть куда садиться там глухарям. Чай буду пить стандартно. Чай, сыр, конфеты, собакам хлеб. Ничего такого особенного нету. Где он, Тулан-то наш? Вот бродяга, вот, блин, все время где-то ходит, и не видишь его. Обширно так проходит, и без лая, без ничего, значит, никого нету. В 2 местах еще более активизировались, они так шикарно работали, но, видно, проходила птица, самих не было. И еще, когда ручей переходили, Тулан единственный лай издал так, один раз лайкнул, и все, не знаю у кого. Тоже рябчиков никого вроде не было там. Да и рябчиков вообще здесь нету. Нет, ну, думаю, птицы не будет, потому что я надеялся, что на болоте тоже клюква есть, а вот здесь прошли ничего. Сейчас еще будем переходить болото. Там пошире. Где-то очень-очень далеко я слышу лай. Очень-очень далеко. В той стороне. И думаю, это вот другие охотники. Тулан не мог так далеко уйти. Это уже с другой реки охотники подходят сюда. Где у меня река охочусь. Потом следующая река, там тоже избушки. Охотники там ходят. Это не Тулан, это далеко. Это очень далеко. Слышно чуть-чуть, но слышно, что лай собаки идет. Ладно, ребят, сейчас у меня перекур. Аккумулятор не буду разряжать. И дальше пойдем. Смотрите, как примерзло. Хорошенько уже подмораживает. Ну, перехожу через это болото. Болото это большое, несколько километров туда тянется. Но тут самое узкое место, уголок. Мы прошли через бор. Сколько сосновый бор там. Ничего не увидела. Ни взлетов, ничего. Наверное, я перейду и полукругом буду идти в сторону
востока. А там уже посмотрим, как дальше быть. Буду обходить через это болото. А это болото-то есть. С левой стороны там, блин, как говорил, несколько километров. Это очень много. И сколько я уже, ну, целыми днями, считай, я в тайге, в лесу, на улице. И вон взлеты какие-то были. Интересно, кто... он щел. Косачи. Сейчас приближу, если возможно. Так. Не увидел. Так. Ориентир-то где? Так. Вон он. Косачи, ребят. Придется возвратиться. Пройду слева, обойду лесом. Далеко, где-то, я не знаю сколько там, но очень не близко. Там несколько штук их было. Одного вижу, щел. Может, на землю еще несколько штук подщели. Давайте сходим. Вон, шли. Чем черт не шутит. Один уже взлетел, одного я еще вижу. Но далековато еще. Хотя бы метров 200. Да. Наверное, стрелять надо. Не скажу, что близко, но... Да, надо стрелять. Улетели птицы, ребят. Явно я не попал. Там и глухарь, оказывается, был. Я в глухаря... Ох, блин, еще он летел. Я в глухаря выстрелил, но не попал. Не знаю почему. Расстояние примерно 250 метров где-то было. Ну, их десяток косачей было и один глухарь. Короче, промазал. Перешел оттуда. Короче, смотрите, какой вид. Чем левее, тем он шире становится. И все птицы обратно перелетели на тот берег, откуда я иду. Ну, со стороны. Слева я иду, и они туда перелетели. Вот такие делишки. Ну, тут ток у косачей. И перемешку там даже глухарь, оказывается, сидел. Кого потом даже винить в этой стрельбе? Почему я не попал? С дальнего расстояния так даже и в банку я еще не стрелял, чтобы примерно знать, куда пуля летит. Ну, не наша птица. Расстраиваться не будем. Сейчас по пути он вроде в эту сторону улетел. Хреново, когда ты один стреляешь и взлетает и улетает. Даже определиться не можешь. Выше, ниже стрелять. Ладно, идем. Блин, собаки побежали. Ребят, я бахнул глухаря. Я уже не снимал ничего. Тура, на спать! Фу! Фу, спать! Фу!
метров 100 от меня. Фу, спать! Это тот глухарь, которого я первый раз выстрелил, не попал. Фу! Не знаю, что дальше сейчас. На этом сухостое где-то должен быть. Фу! Так. Вот тут он должен быть. Так. Фу! Фу, спать! Фу! Спать! Молодой. Фу! Я с собаками строго. Но они рвут. Все, спать. Вот так, ребята. Фу. Ну, не стал даже заморачиваться со съемками, чтобы красиво заснять, как он сидел. У меня не было выбора, ребят. Что есть, показываю. Как смог. Что такое? Многие плачут, что карабин рвет. Вот целая туша. Нигде даже не видно, что пуля где-то выход. Все, спать. Фу. Вот. Помет медвежий. Где-то набрал ягод. Уж волнуюсь немножко, чуть-чуть. Адреналин раш. Блин, столько брожу, и когда у тебя шанс выходит, шанс дается тебе, чтобы не промахнуться, я даже не знаю, куда я попал. Ну, со 100 метров я знаю, что надо прицеливаться под яблочко, и не спеша прицелился. Не знаю, куда пуля пропала. Не видно даже, где пуля. Вот так сидел. Должен сбоку быть. Ну, не будем гадать. Когда будем ощипывать, найдем. Вот так, ребята. Второй глухарь сегодня. Молодой тоже. Определяется очень просто. Вот. Ну-ка, выйди. Смотрите, хвостик. Кончик хвостика, кисточка такая белая. А у старого глухаря они черные. Сплошные черные. Нельзя.